Ну, так... Ну что, а воевать? Цыган, чтобы его тут народно что-то. О, 15 курей, 15 вуток, 6 поросят. Вот. Телочка и 2 коня и маленький 1 конь. Алена, что-нибудь на продаж тримаете? На продаж? Ну, конечно, и поросят, да. И коней вот маленьких тоже буду вот продавать. Маленькая. Ой, петух бага. Смотри, чтобы не упали. Ну, что зробиш, ну? Цыганский вариант. Аленочка, розповідіть, що це? Вот туда Свиноматка. свиноматка. Во, вторая свиноматка. Вот и вторая свиноматка, но она же должна привезти вот. Вот это я. Дала чай. Поснимали. Тут 2 коня. Вон там поросят такой маленький. И белка. Я белочка. Белка. О, белочка. Насчет этого и живу. И этим кормим. Слухайте, Вот я бендикела, чавали, со степи, ба. Тракелем боксали, чавали. а що ви сказали? Благополучие. Они просто сказали, кто будет Да, смотреть сказку. их, счастья им, здоровья им. Иди Насчет бегай. этого. Я сама это из Бреста. Вот. Просто что на Украине мать меня когда-то там родила. Вообще туда раньше ездили вообще по шатрах цыгане. Ну я сама, я здесь я и родилась. Вот, и здесь из маленького я. Ну, то есть вы в город приезжаете, вы не слышите, в отношении вас там нет какой-то враждебности, вы такого не ощущаете? Нет. Что люди как-то настороженно к вам относятся, нет? Нет, я чувствую свой Гомель, я чувствую, как я в себе. А вот заезжаю в Минск, я там сама себя чувствую вообще плохо. Чему? Ну почему что там другой вообще страна. У нас вот в Гомель, я здесь сама, я вот и с 10 годов я привыкла здесь, я сама себя здесь чувствую вообще хорошо. Или бы ваша культура неяк так развивалась, неяк так, как у вас были свои школы, клубы некие, как... Ну это надо чересчур грамотным быть, чтобы что-то наше развивалось. А цыгане же не все грамотные. Вот, например, она не грамотная, да, у нас человек, а я немножко грамотная. У меня среднее образование 9 классов. Благодаря маме моей. Ходила всего лишь 4 класса. Чему? Гадала ходила, просила. Детей богато было, матка больная была. Ну, мне ж надо семью было кормить. Воспитать надо. А батька один не успевал всех обрабатывать, а кормить, поить. Вот так я и ходила в школу. Так а чем вы на житье заработаете? Работаем, скот держим, железо собираем, сдаем. Вот так я мы и живем. Кони же цыгане любят. О, кони. Мы на конях и породились. Нас породили на конях. Это символ кони. Металл, без коней как жить? Это конь, кусок хлеба нашей. А зараз машина не заменила хіба? Зачем машина? Я сама як машина. Если я задуюсь бегти, машина не споймает меня. Зачем машина? А у вас кони есть? Конечно. Какие? А? Ну, кобыла чи конь? Конь. Конь, да? Конь. А чего не кобыла? Зачем мне кобыла? Я сама як кобыла. Конь лучше. Конь лучше, да? Конечно, это хозяин двора. А. Ну, если, например, вот
к моему хозяину пришли люди, вот братья. С братьями я могу сесть за один стол. Ну как сесть, в стороне постоять. Просто подать на стол и постоять в стороне, потому что это мужчины. У нас в нации всегда мужчины выше женщины. Их не Бог больше, чем наши. Как в Библии написано, что женщина ребро Адама. Так вот и у нас выходит. А вас это не изневажает, но вы так не крутитесь, Ну это что у вас спокон веков. Мы к этому привыкшие, это нам как и положено. Мужчина, женщины и голова и плечо. Самое главное у нас мужчина. И вас Кто это не- баба? Баба е баба. И вас А это, мужчина есть и мужчина. вас это не крутит? Нет. Когда наши мужчины идут впереди, надо радоваться. Гордиться с ними, что у нас мужчины идут. Как боги, как богатыри. А раптом мужчина не заслуговує, щоб його поважали. Все равно мужчина есть мужчина. А раптом він не заслуговує, ніякі там... Все равно надо поднять его. Хай он будет последний, а его надо поднять на вершину. Что он мужчина в штанях. А правда, що білизну нельзя разом класти вашу, ну, белье, ваше Да, и мужчинское? да. Расповедите, Конечно, расповедите про конечно. это. Это ж погано. Расповедите. Как вот я смогу положить свою, например, майку с мужчинской майкой? Нет, конечно, но у нас и в шкафу отдельно. Детская отдельно, мужская отдельно, а женская тем более должно быть отдельно. Молодые, старые невестки ходят в платке, в длинных юбках. Не видать рук. Потому я говорю, что я в халате, у меня халат с короткими рукавами. Куда мы нельзя. То есть у вас все это вы притримливаетесь к этого всего? Конечно, это наши бабушки, прабабушки, это спокон веков люди. И ваши дети так само? И наши И дети, наши конечно. дети, конечно. А хустки одну носите, две хустки? Ой, это сколько хочешь. И пуховые платки у нас есть, и простые есть платки. Ну а чому ви там, ну а чому вам не одеть штаны там, они же зручнее? Что ты, что у нас? Хуй есть, мы же не мужчина. Ты мы позора возьмемся только сами и на себя. Это же большой У нас позор. такое, Да, что женщина одевает в руки штаны. нельзя. Русская может одеть, а цыганская дочь она никогда не оденет. У нас позор. У нас только мужчинки одевают. Вот мужчинка, у нас ребенок стоит в штанах. Скажите, а як ви замуж виходите там? Ви самі шукаєте собі мужей? Чи Ну вам да, батьки? сами. Родители, конечно. Мама, папа, братья старше нас приглядываются. Вот, например, если он идет к жизни мне, то мама уже потихоньку сватается к нему. У меня дочка такая, ты какой сынок хороший, такой хозяйственный. Мама парня подыскала, а я уже с другим хожу. Так, к примеру, я говорю. А я не хочу за этого пойти, я побежала с тем. Куди? Куда глаза глядят, а потом уже придешь к А родителям. сколько долго бегают? С неделю, с две? Ну, если родители злые, то, конечно, бегаешь неделю-две. Боишься, чтобы не убили. А если не злые, то день-два назад домой, бо родители переживают. Ну, хочется продолжения рода. То есть вы Ведь сами? мы на это цыгане. Рот большой. Кто больше детей, то наш род продолжается. Вот девочки, это уже чужой хлеб называется у нас. Потому что она пойдет замуж, она уже другой род будет произносить. Наша девочка. А мальчики, вот наши мальчики, они уже будут наш род А только вот, рожать. А коли вот высветлилось, что женщина не цнотливая, так? Вот выходит замуж, а она не девчина, девка. да? И что Когда это? Ты про стену расскажи. Расскажи что? про стену. Якое? Ну вот, свадьба, так? И мужчина высветляет, что она не девочка. И что далее отбывается? Но если он ее сильно любит, то он ее прикрывает. А если он не любит, то он на люди это выносит, показывает, что она не девочка. Як? Большой позор. Простынь показывает, но это очень сильно большой родителям, что они не доглядели свою дочь, Девочку не внимания не обратили. Это очень стыдно. Вот Пойдут у так меня замуж. сын будет. И он нехай приведет мне невестку, нехай она не делает. Ну зачем она мне такая надо? Она мне не надо такая. Я хочу тоже, чтобы она достойная меня была. Моему Чтобы она сыну. была благородная в семье. А зачем стыд в семье? Это ж стыд большой. Зачем Это ссором? взять девочку, и это ж большой стыд, как она не девочка? Зачем она мне в семье? Я ж сына не для того растила, чтобы я ее взяла, и она мне позор в семью принесла. Также я и дочку замуж отдам, не для того, чтобы кто-то люди взяли мою дочку, мне глаза кололи. Сказали, простите за такое выражение, зачем ты дала такую девочку нехорошую? Ты бы мне сказала, я бы не пришла к тебе сваты. Правда? Да. А у Кольки выходят замуж? Ну, кому как Бог даст, кто в 14 лет, кто в 15, кто в 17, кто как влюбится. То есть рано треба выйти Да замуж, рано, да? рано. То есть не бывает так, что 20, 25, Но это уже 28? поздно, это уже поздно, это уже заседалые девочки.
знаешь, У вас не что принято мужчин бить? Конечно, нет. Это только у вас русских. У нас нет. У нас нету так, чтобы он день и ночь пил и пил. Нету у нас этого. На праздники выпивает, слов нету. В будние дни он тоже может выпить, если устал. А чтобы каждый день, нет. У нас этого нет. Почему? Не знаю, как-то Бог Тут отвел нормальные этого. мужики, да? Да. Это очень да. важно. Им некогда насчет пить нашим этого. мужчинам, Они, потому может, что они день день и ночь попить, вот работают. когда на праздники. А наркотики Ну, сюда еще не пришли? не. Нема еще, да? То если муж, не дай бог, запивает, то значит жена его поддерживает. Что ты делаешь, зачем ты пьешь, семья, дети. А если она не дает радость, значит есть на это мама моя, мама его, и вся семья собирается и решает этот вопрос. Старшие невестки, Ну, не старшие допускают деверья. этого, не Мы своих допускают. людей не опускаем в землю. Они у нас не тряпки. Давай, маэстро, давай. Это наш благородный человек. Давай, ничего страшного, это ты скотину смотришь. Давай, пошел. Все, пошла. Выше, выше! Давай, давай, вот. Давай, слышь, Это его семья его.